Задача мужчины, главное, это не попасть в военкомат. Все. Мгм. Это основная задача. Это Мгм. практически Мгм. 90% его Мгм. юридической Вот, безопасности. Если он, самое главное. да, Мгм. если он повестку возьмет, пойдет своими ножками в военкомат, то я скажу честно, как юрист, например, мне, как юристу, очень будет тяжело его достать уже оттуда, к сожалению, без уголовной ответственности. Уголовная Мгм. ответственность как раз-таки для тех, кто своими ножками туда пошел, подписал, согласился, а потом решил отказаться. Поэтому лучше вообще не соглашаться сразу. Мгм. За отказ от явки по повестке нету ответственности. Ничего нет. Ни уголовки, штраф предусмотрен до 3000 рублей, но на практике даже его нет. То есть, по сути, Мгм. это очень легко избежать мобилизации, просто проигнорировав повестку. Можно даже ее подписать, но не пойти. Можно не подписать и не пойти. Можно сделать все для того, чтобы, в принципе, ее не получать. Можно жить не по прописке, можно уехать в другой регион, можно оформить отпуск по уходу и просто Мгм. залечь на дно. Да. Можно сделать все для того, чтобы не получать. Тут самое главное не вестись на манипуляции. Очень много психологических манипуляций. Давайте об А, этом поговорим. Мгм. Да, я заметила, что мужчины в основном вот первую волну пошли, потому что они думали, что их якобы ждет уголовная ответственность. То Мгм. есть это был специальный вброс такой. Да. Их все время пугают: вот не пойдешь, посадим в тюрьму. На самом деле такого нету, это миф. На Мгм. данный момент нет ни одного уголовного дела за отказ от явки по повестке в военкомат. То Мгм. есть есть Мгм. случаи, есть случаи, когда вот одного человека, который не пошел по повестке в военкомат, на него завели уголовное дело, пришли к нему силовики, но в итоге это дело развалилось.